Топ российских актеров татар современности. Камиль Ларин. Актер театра и кино, телеведущий, комик, заслуженный артист России и Татарстана, один из основателей комического театра «Квартет И». Камиль родился в Волгограде в татарской семье. Родители Ларина не одобряли желание сына стать актером, хотели, чтобы он получил серьезную профессию. Поэтому Камиль отучился на техника-электрика 4-го разряда и только потом поступил в ГИТИС. Снялся в более чем 40 фильмах, в том числе и татарских, в картине под названием «Кире». Играет в театре, участвует в съемках клипов российских звезд. Например, сыграл роль Фестера Адамса в клипе к песне Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов». Наибольшую известность актеру принесла роль электрика Камиля в спектаклях «День радио» и «День выборов» и в одноименных фильмах. Чулпан Хаматова. Актриса театра и кино, общественный деятель, народная артистка России, одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь». Чулпан родилась в Казани. Ей пророчили карьеру экономиста, но девушка бросает институт и поступает в Казанское театральное училище. Отучившись 2 курса, поступает в ГИТИС. Еще в студенческие годы Чулпан часто играет в разных столичных театрах. Начинаются первые и успешные роли в кино. Настоящую известность актрисе принес фильм «Страна глухих», для роли которого Чулпан выучила язык общения глухонемых. Насчитывается свыше 60 ролей в фильмах и театральных постановках. Одна из самых запоминающихся ролей Чулпан – роль главной героини в сериале «Зулейха открывает глаза». Марат Башаров. Российский актер театра и кино, телевидения, дубляжа. Заслуженный артист Татарстана, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Марат Башаров родился в Москве. После окончания школы поступил на юрфак МГУ. Однако душа Башарова требовала иного. По совету брата пошел на пробы в спектакль «Кентервильское привидение» театра «Современник». Получил роль и играл 2 сезона. После поступил в театральное училище имени Щепкина. Во время учебы он снимался в рекламе и работал сторожем в магазине джинсовой одежды, а также сыграл эпизодическую роль танкиста в фильме Михалкова «Утомленные солнцем». Принял участие в более чем 80 проектах, роли в фильмах и сериалах, театральных постановках, вел различные шоу на телевидении. Роза Хайруллина. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации и Татарстана, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Роза Хайруллина родилась в Норильске. Уже с детства Роза мечтала стать актрисой, занималась в детских театральных кружках. Отучившись в Казанском театральном училище, начала работать в Казанском ТЮЗе, которому прослужила 15 лет. После пожара в театре актриса уезжает из Казани, работает в Челябинском ТЮЗе, Самарском театре, в знаменитой Табакерке, театрах Санкт-Петербурга. В кино Роза Хайруллина начала сниматься поздно, после 40. В 2009 году актриса сыграла эпизодическую роль в фильме «Иван Грозный», после чего ее заметили и начали приглашать на главные роли. Роза Хайруллина часто снимается и в сериалах. Риналь Мухаметов. Российский актер театра и кино, сценарист, музыкант. Риналя Мухаметова называют «метеоритом, ворвавшимся на российские экраны». Мечта стать актером к Риналю пришла не сразу. После школы он поступил в эстрадное отделение Казанского театрального училища. Педагоги, заметив в парне нечто особенное, рекомендовали ему ехать в Москву. Как раз в тот период набирал курс в школе-студии МХАТ Кирилл Семенович Серебренников, куда Риналь и поступил, несмотря на заикание. Риналь сыграл в более чем 25 российских фильмах, таких как «Вторжение», «Притяжение», «Временные трудности». В многочисленных спектаклях также попробовал себя в роли режиссера. Актер отлично владеет родным языком, любит петь татарские песни. Наиль Абдрахманов. Российский актер театра и кино, выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина, актер театра Романа Виктюка. С ранних лет мечтал стать артистом. Окончил театральное училище имени Щепкина, сразу же поступил в театр Романа Виктюка, в котором служит до сих пор. Кроме того, на протяжении недолгого времени Наиль выступал на сцене Малого театра. Дебютировал в кино в 2013 году в сериалах «Учителя» и «Амед Хан», где сыграл небольшие роли.
В 2014 году он снялся в социальной драме с элементами детектива режиссера Юрия Кузьменко «Хорошие руки». Широкую известность актеру принесла главная роль в фильме «Жара». Актер говорит на немецком, английском, татарском языках, занимается кикбоксингом и фехтованием. Тимур Батрутдинов – российский комедийный актер кино, телевидения и КВН, телеведущий. Тимур родился в семье военного. Это напрямую повлияло на его биографию, поскольку семья часто переезжала в разные города и страны. В школе он активно участвовал во всех мероприятиях. В университете Тимур становится участником команды КВН, и это дает начало юмористической карьере. Уже в московской сборной КВН юморист знакомится с Гариком Харламовым, с которым через несколько лет начинают работать в новом телепроекте Comedy Club. Яркие и оригинальные выступления в проекте помогли ему стать настоящей звездой комедийного жанра. Тимур позиционирует себя как татарин, а в одном из выпусков Comedy Club даже появился в пиджаке с татарским орнаментом и надписью «Матур Малай». Станислав Тляшев – российский актер комедийного жанра, сценарист, резидент пермского филиала Comedy Club. Станислав родом из Перми. Еще в детстве Станислав Ильдарович отличался от сверстников творческими способностями, был очень артистичен. После школы поступил в Пермский государственный институт искусства и культуры, где познакомился с коллегами, с которыми создал команду КВН, принимал участие в Comedy Club и снялся в сериале «Реальные пацаны». Актер на площадке этого сериала стал не только исполнителем роли Эдика, который, к слову, в кадре часто использует татарскую речь, но и сценаристом. На данный момент в копилке Станислава работы над сценариями таких сериалов, как «Воронины», «Как я встретил вашу маму», «80-е». Шамиль Хаматов – российский актер театра и кино, обладатель премии Константина Станиславского, младший брат актрисы Чулпан Хаматовой. Мечта стать артистом появилась у Шамиля Хаматова после поездки к сестре Чулпан в Москву. Впервые интерес к этой профессии у него проявился после увиденного фильма «Страна глухих» Валерия Тодоровского, где сестра снялась в главной роли. Творческая биография актера началась, когда он был еще студентом Российской академии театрального искусства. Начинающего актера задействовали в постановках «Приключения Тома Сойера», «Повелитель мух» и других. После окончания академии его приняли в труппу «Современника», где он играет и по сей день. Также актер известен своими ролями в кино. Однажды ему довелось сняться в фильме «Продавец игрушек» вместе с Пьером Ришаром.